Добрый день, уважаемые абитуриенты. Разрешите представиться. Доцент кафедры сельскохозяйственных и технологических машин Марсель Мусавирович Ямалетдинов. Я являюсь руководителем основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки магистров в наземные транспортно-технологические комплексы. В этом году открыт прием документов на направленность подготовки дорожно-строительной машины и оборудования, в связи с чем предстоят во время приемной кампании вступительные испытания. Вступительные испытания имеют главной целью выявить наиболее достойных кандидатов для дальнейшего обучения по направлению, для выявления уровня базовых знаний, достаточных для качественного освоения программы. Дальше, для того, чтобы оценить способности абитуриентов к анализу информации, а также оценить их уровень знаний по фундаментальным техническим дисциплинам. Подготовка магистров ведется по двум видам профессиональной деятельности. Это организационно-управленческая и экспериментально-исследовательская. Соответственно, к каждому из этих видов профессиональной деятельности предъявляются соответствующие требования. В частности, для организационно-управленческой деятельности это участие в организации процессов производства, участие в организации технического контроля и эксплуатации машин и оборудования, обучение производственного и профессионального коллектива, разработка мер по повышению эффективности использования машин и оборудования, разработка и организация мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и других видов стихийных бедствий. Экспериментально-исследовательская профессиональная деятельность включает в себя анализ состояния, динамику развития наземных транспортных комплексов, а также планирование, постановку, проведение экспериментальных и теоретических исследований, подведение итогов, представление результатов и выявление новых путей совершенствования наземных транспортно-технологических комплексов и технологического оборудования на их базе для нужд дорожного хозяйства. Экзамен что из себя представляет? Форма вступительного испытания будет дистанционная, посредством дистанционных образовательных технологий вуза, включающие в себя приложение OpenEdu, университетское приложение, и Google Meet в виде видеоконференц-связи. Для того, чтобы сдать вступительные испытания, необходим будет либо ноутбук, либо стационарный компьютер с микрофоном и динамиком и с надежным доступом в интернет. Предоставляется всего лишь одна попытка. Продолжительность испытания составляет 1,5 часа. Будут предложены 30 тестовых вопросов. И на каждый вопрос необходимо указать только один верный ответ. Указываем только один ответ. 3 вопроса из 30 будут представлять из себя вопросы для развернутых ответов. То есть в этом случае вам необходимо будет самим выполнить какие-то решения, если это будут задачи. Если это будет вопрос для развернутого ответа, необходимо будет либо на компьютере
набрать ответ, либо на бумаге от руки написать ответ, сфотографировать и выложить. При этом необходимо указать в приложении тестов, что вы прикладываете ответ в виде файла какого-то формата. Либо это PDF, либо это Word, либо это JPEG рисунок. Система оценивания будет дифференцированная, 100-бальная, максимальное количество баллов будет 100, и минимальный проходной балл это будет 40 баллов. 40 баллов и менее получат только те, которые ответили на вопросы, либо не ответили, вернее ответили, но не раскрыли сущность ответа, либо ответ отсутствует. Ну а для получения более высоких баллов вам необходимо обязательно ответить на вопросы для развернутого ответа, потому что градация баллов составлена таким образом, что за эти ответы вы получите больше баллов, чем за ответы тестов. В тестах будет 4-5 различных вариантов ответов, из которых необходимо выбрать только один верный ответ. И сегодня для примера я хочу вам показать, в каком виде вы должны ответить на вопросы теста. Для начала рассмотрим вопрос, где указывается какой-то вопрос и перечислены ответы. Например, вопрос очень простой. Основной рабочий орган бульдозера на гусеничном тракторе. В качестве ответов будет предложено 4 варианта: нож, обвал, лопата, планировщик. Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, вам необходимо знать терминологию. То есть грамотно нужно отвечать на все вопросы тестов. В данном случае использовать такое понятие, как выражаться своими словами, не подходит. Терминологию вы должны использовать грамотно и правильно. Вот, из этих 4 ответов самый правильный ответ это отвал. Потому что рабочий орган бульдозера и называется отвалом. Хотя в простонародье называют и лопатой, и ножом. У грейдеров отвал называют еще и планировщиком. Дальше, подобный вопрос. Основные регулировки бульдозера с поворотным отвалом. Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, вы должны знать, что же из себя представляет бульдозер и что это такое поворотный отвал. Поворотным отвалом мы называем рабочий орган бульдозера, который имеет все возможные регулировки и можно установить различные положения в пространстве. Ну и вот, предложено 4 варианта: угол зарезания, угол резания, угол захвата. И последний ответ, все ответы правильные. В данном случае у бульдозеров с поворотным отвалом все эти углы изменяются, соответственно, правильным будет ответ 4, все ответы правильные. В качестве примера я взял бульдозер, потому что эту машину все вы, наверное, представили себе. Дальше. Вопрос в виде, вопрос, который предполагает ответ развернутый. Вопрос звучит так: укажите виды работ, выполняемые бульдозером. Тут вам необходимо подумать обширно, то есть в каких случаях, в каких видах работ можно использовать бульдозер. Чаще всего бульдозер используется даже не по назначению. Ну и
Количество баллов, которые вы получите за этот ответ, зависит от ширины ваших фантазий. Первым делом в данном случае необходимо указать, что же мы называем бульдозером. Бульдозером мы называем самоходную землеройно-транспортную машину на колесном либо на гусеничном ходу, оснащенную рабочим органом криволинейного профиля, который называется отвал. Отвал, расположенный в базе, вернее, вне базы, вне базы машины. Вне базы — это значит за пределами ходовой части. Вот этим отличается бульдозер от грейдеров и автогрейдеров. Дальше. Виды работ, которые могут выполнять бульдозеры. Для того, чтобы вы знали, какой же ответ мы от вас будем ожидать, сейчас я вам перечислю такой обширный список видов работ, которые могут выполнить бульдозеры. Во-первых, это послойное копание, планировка, перемещение на расстояние до 300 метров, грунтов. Это основное назначение бульдозера. Дальше. Для перемещения скальных разрыхленных грунтов можно использовать, для полезных ископаемых можно использовать. Использовать можно на дорожно-строительных работах для возведения земляных полотен дорог, например, при возведении насыпи. Также можно работать с любыми другими сыпущими материалами. Бульдозеры можно использовать при планировке дна откосов каналов. Это в отрасли гидротехнического строительства. Бульдозеры можно использовать для устройства орошаемых полей. Это относится тоже к гидромелиорации. Для строительства дамб, плотин можно использовать, где существуют большие объемы земляных работ. В лесном хозяйстве можно использовать бульдозеры для расчистки от кустарников, от валежника, для корчевания пней, для уборки камней. Также в отрасли промышленного гражданского строительства бульдозеры используются при возведении выемок, насыпей, полунасыпей, полувыемок и так далее, для штабелирования сыпучих строительных материалов. Дальше. При содержании городских территорий машины эти можно использовать на полигонах твердых бытовых отходов для уплотнения, для разравнивания твердых бытовых отходов. А также тяжелая бульдозерная техника может быть использована в качестве тягачей либо толкачей при перемещении и транспортировке любых других видов объектов. Вот такая вот обширная область применения бульдозеров. Вроде бы самый простой вариант строительной машины. Ответы, если вы думаете, что потеряете очень много времени на набор текста, можете от руки расписать и выложить в виде отдельного файла. Также в тестовых вопросах будут такие вопросы, которые содержат в себе решение конкретной задачи по заданному условию. И по этим задачам будут предложены различные варианты ответов. Решив эту задачу, вы должны указать на правильный ответ. А также эти задачи могут попасть и в вопросах, требующих развернутого ответа. Для примера сейчас мы с вами рассмотрим задачу. Сейчас я вам прочитаю условия. Определить тяговое усилие. В условии задачи уже все обозначения приведены, для того, чтобы вы смогли написать подходящую формулу для расчета.
Определить тяговые усилия, развиваемые гусеничным бульдозером по мощности двигателя. Если номинальная мощность двигателя бульдозера 130 кВт, механический КПД составляет 0,8, а рабочая скорость движения 3,4 км в час. Для того, чтобы решить эту задачу, необходимо представить первым делом расчетную формулу. Под формулой необходимо описать составляющие этой формулы. После этого необходимо цифрой вставить в формулу и определить исходную величину. Ну вот, в данном случае, для того, чтобы определить тяговые усилия, развиваемые бульдозером по условию мощности двигателя, необходимо номинальную мощность двигателя умножить на КПД. При этом мы получим ту мощность, которая передается на ходовую часть. И разделить на значение скорости движения, которое подставляется в формулу в метрах в секунду. Вот, обращайте внимание на единицы измерения. Потому что если вы неправильно подставите какую-то цифру, вы получите неправильный ответ и не найдете вами найденный ответ в списке предложенных вариантов ответов. Вот, в данной задаче тяговое усилие, которое развивается бульдозером по мощности двигателя, получается 130 кВт, умножаем на 0,8, умножаем на 3,6. Этот коэффициент нужен для того, чтобы перевести скорость движения из километров в час в метры в секунду и поделить на 3,4. В итоге мы получим число 110,1 киловатта. Килоньютон. От нас 110,1 килоньютон. Вот такое вот усилие может передавать бульдозер по мощности двигателя. Здесь не учитываются условия движения машины. То есть при превышении этого усилия двигатель бульдозера должен заглохнуть. Вот на этом решение задачи закончилось. Вторая задача, тоже связанная с бульдозером. Мы сегодня все про бульдозеры будем решать. Условия читаю. Определить тяговые усилия, развиваемые гусеничным бульдозером по условию сцепления, если полная масса бульдозера 12 тонн, а коэффициент сцепления движителя с опорной поверхностью 0,7. Для того, чтобы представить себе, как же происходит процесс передвижения бульдозера по определенной поверхности, нам необходимо первым делом выявить условия возможности движения. Ну и вот, в этом случае тяговое усилие по условию сцепления должно быть больше, чем окружное усилие на ободе ведущего колеса, либо ведущей звездочки гусеничного трактора, бульдозера. Такое условие необходимо обеспечить для того, чтобы машина могла сама передвигаться. Так вот, тяговое усилие по условию сцепления определяется по очень простой формуле. Для этого необходимо сцепной вес бульдозера умножить на коэффициент сцепления с опорной поверхностью. Условие задачи дается только масса в тоннах. Необходимо будет перевести массу в вес, то есть умножить на ускорение свободного падения 9,81. Точно так же, как я уже объяснил, необходимо привести формулу условий движения машины и описать составляющие этого условия.
Тяговые усилия по условию сцепления находятся очень просто путем переумножения массы бульдозера на ускорение свободного падения и на коэффициент сцепления с опорной поверхностью. Ну и вот, ответом по данной задаче будет являться цифра 82,4 килоньютона. Ну и вот, на основе результатов этих двух задач можно выявить, что усилия, развиваемые бульдозером по мощности двигателя, превышают усилия, развиваемые по условию сцепления. Это значит, что двигатель бульдозера не заглохнет при движении в данных условиях. Такое условие нужно выполнять для того, чтобы обеспечить работоспособность бульдозерной техники и другой техники. Вот, подобные задачи решаются нашими обучающимися и в процессе обучения. Все это нужно для того, чтобы человек, выпускник наш, уже мог ориентироваться в вопросах организации, эксплуатации машин и в вопросах улучшения показателей использования наземных транспортно-технологических комплексов и технологического оборудования на их базе, используемых в дорожном хозяйстве. На этом у меня все. Видеоконсультация, я думаю, в достаточном объеме проведена. От вас остается проделать большую работу по подготовке к вступительным испытаниям. Ну а далее самостоятельно развиваться в области исследований вопросов повышения эффективности машины и оборудования в дорожном хозяйстве. Спасибо за внимание. До свидания.